В Хандыге в горно-геологическом техникуме начал свою работу пресс-центр. В свет уже вышли 2 выпуска студенческой газеты «Кимберлит» тиражом в 40 экземпляров. Бумажное детище учащихся пользуются большим спросом, рассказывает Мария Винокурова. Газета выходит раз в месяц. Основное направление – это просвещение и реклама горных профессий. Имеются рубрики «Новости и события техникума», «Интересные люди», «Анекдоты о студентах», «Страшные истории», «Творчество», «Советы студентам», «Поздравления» и «Объявления». Работу пресс-центра возглавляет преподаватель русского языка и литературы техникума Юлия Винокурова. Важно было освещение каких-либо мероприятий, прошедших или которые будут, потому что у нас не было такого оповещения. Было только в маленьких объявлениях. И было неудобно как-то с этим работать. И с появлением газеты, я надеюсь, некоторые проблемы все-таки решились в этом плане. О каждом проходящем или прошедшем интересном мероприятии в родном техникуме теперь студенты могут узнать из газеты «Кимберлит». В дальнейшем студенты планируют организовать работу радио и телевещания и работу в социальных сетях. У нас некоторые студенты просто мало где участвуют и мало чего знают, что происходит в стенах техникума. Хочется, чтобы все знали о том, кто в каких мероприятиях участвовал, кто где выиграл. Вот, чтобы они тоже потянулись к этому. Ну, как интересно же поучаствовать в жизни техникума, чтобы оставить после себя след на будущее. Репортеры студенческой газеты «Кимберлит» получают огромный навык организаторской деятельности, возможность самовыражения и не сомневаются, что подобный опыт им обязательно пригодится в будущем. Мария Винокурова, Толстяков, НВК Саха, Хандыга.